В Саранске арестован так называемый вор в законе, 52-летний Виктор Дуденков, известный в криминальных кругах под именем Витя Черный. Его пока обвиняют в вымогательстве в крупном размере. Журналисты «Вестей» выясняли личность криминального авторитета, обстоятельства его уголовного дела и готовы рассказать подробности. Итак, эксклюзивный репортаж Юлии Литвиновой. Полиция! Бежать! Руки за голову! Виктора Дуденкова, известного в криминальном мире по кличке Витя Черный, арестовали в декабре 2012-го. Свое восхождение к статусу вора в законе он начал еще с конца 80-х. Именно тогда получил первый срок за хулиганство, второй за причинение тяжких телесных повреждений. Как сегодня утверждает в МВД Мордовии, Витю Черного короновали после выхода на свободу в 93-94 годах. Его уважали в колониях, ведь он частенько подкидывал зэкам хорошую прибыль. Однако, когда в 90-е республикой заправляли группировки, Дуденков в беспределах не участвует. Только после ареста лидеров и бойцов он начал действовать. Взял под контроль районы Мордовии. Особую активность воровские проявляли в Рузаевском и Калугинском районах республики. Были проведены ряд задержаний. Задержано больше десятка человек за совершение вымогательств, грабежей и краж. Люди, которые действовали якобы от имени Вити Черного в Рузаевке, сегодня тоже арестованы. Их обвиняют в том числе и в вымогательстве. Под их контроль попал местный предприниматель. Сегодня мужчина признается, задержанные под вымышленным предлогом требовали с него 13 миллионов рублей. Угрозы были. Не только мой адрес, и его адрес семьи. Вот. У вас ребенок и жена? Ну, ребенок, жена, естественно. А вот сам Виктор Дуденков причастен к другому вымогательству. По данным уголовного дела, в 2012 году к Черному обращается знакомый из Чувашии, который просит вора в законе выбить 7,5 миллионов рублей с предпринимателей из Чебоксар. Тот охотно соглашается, говорят в МВД, хотя сам Дуденков сегодня все отрицает. Я не буду сидеть, зачем я буду? Если сейчас будут на дороге всех хватать и ко мне привозить, и я буду за это сидеть, следствие разберется. Чебоксарский бизнесмен, боясь расправы, ударился в бега. Долгое время его не могли найти ни люди Вити Черного, ни сами правоохранительные органы. И только сейчас потерпевший помогает раскрыть преступление. Совместно с коллегами из МВД Чувашии были проведены мероприятия, результатом которых этих мероприятий стало одновременное задержание как на территории Чувашии, так и на территории Мордовии участников этой преступной группы. Сегодня республиканское МВД продолжает проверять всю криминальную деятельность Виктора Дуденкова. Возможно, что в его деле появятся новые преступные эпизоды. Юлия Литвинова, Александр Наумов, Андрей Никонов, Вести, Мордовия.